30 марта 2018 года за столиком в кафе на Большой Никитской сидела хрупкая девушка. Гендиректор группы компании «Сумма» Лейла Мамедзаде коротала время за чашкой кофе в ожидании коллег, как тут в кофейню внезапно ворвались десяток бойцов во всем черном, и без лишних церемоний затолкали девушку в черный автобус и увезли на допрос. К тому времени оперативники уже побывали в домах владельца компании «Сумма» Зиевуддина Магомедова и его старшего брата в Подмосковье, где оба и были задержаны. 25 марта 2018 года, за 5 дней до задержания братьев Магомедовых, в Театре нации давали спектакль «Синяя птица». Зрителей приветствовал лично худрук театра Евгений Миронов. Вместе со всем залом метро рукоплескал Аркадий Дворкович. Постановка имела успех, и довольный вице-премьер, уже начавший отмечать свой день рождения, после спектакля переместился с гостями в ресторан неподалеку. Среди приглашенных был и Зиевуддин Магомедов. Обычно немногословный, старинный приятель и однокурсник Аркадия был в отличном настроении, и под звон бокалов вспоминал студенческие времена и выезды на картошку. Именно во время одного из таких выездов в подмосковный совхоз Зиевуддин обратил на себя внимание однокурсников. Когда к студентам экономического факультета Московского государственного университета ввалились солдаты местной воинской части, в надежде чем-то поживиться, и стали приставать к его однокурсникам. Произошел конфликт, в котором аварец, закаленный в рукопашных боях родной Махачкалы, предложил разрешить конфликт 1 на 1 с любым из непрошенных гостей. Бой состоялся в сарае неподалеку, откуда Зиевуддин вскоре выволок побежденного чуть ли не за ногу. После этого солдаты ретировались и больше не беспокоили студентов. Братья Магомедовы учились на экономическом факультете в Московском государственном университете, жили в одной комнате в общежитии, регулярно посещая спортзал, и ходили везде вместе. При этом Магомед казался однокурсником сдержаннее и основательнее брата. Уже в студенчестве братья занялись бизнесом. Начинали они с торговли бытовой техникой и компьютерами, и к концу учебы братья уже разъезжали на белом «Мерседесе». После окончания учебы братья создали компанию «Интерфинанс» и стали торговать ценными бумагами. Удачные сделки в то время приносили доходность в 1000% годовых. И в середине 90-х их однокурсник Алексей Френкель посоветовал Магомеду войти в банковский бизнес. Так братья стали акционерами банка «Диамант». Френкель вел дела, а Магомед, возглавивший совет директоров, выполнял представительские функции. Зиевуддин тоже входил в совет директоров «Диаманта», однако основное время уделял своей компании «Интерфинанс». Но банковский бизнес у братьев не задался, и в 2001 году «Диамант» лишился лицензии. А Френкель успел поработать еще в десятке банков, пока Московский городской суд не приговорил его к 19 годам колонии строгого режима, признав заказчиком убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. И все же банк «Диамант» стал для братьев Магомедовых важной вехой, ведь именно там они познакомились с Давидом Капланом, который вывел их на более высокую орбиту. В России Каплан стал известен в 2010 году, когда возглавил московское представительство Международной шахматной федерации. Назначение состоялось на фоне победы Кирсана Илюмжинова над бывшим чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым в борьбе за пост президента ФИДЕ. Кроме Давида Каплана, Кирсана Илюмжинова поддержали Аркадий Дворкович и Зиевуддин Магомедов. Последний с подачи Каплана инвестировал около $7 миллионов в онлайн-турниры по шахматам, но проект провалился.
Вряд ли он сильно огорчился, поскольку Каплан помог братьям прийти в портовый бизнес. Личность Каплана окутана завесой тайны. Те люди, которые имели с ним дело, описывают его как бизнесмена, которого Магомедовы подключали, когда возникали проблемы. Он всегда имел при себе несколько мобильных телефонов и ездил по Москве на бронированных автомобилях с вооруженной до зубов охраной. Каплана также называли как основного финансового стратега строительного бизнеса группы «Сумма». Каплан также имел гражданство Израиля и являлся совладельцем литовского банка «Снорос», приписывали ему связи с местной группировкой «Вильнюсская бригада». Приобрел за $150 тысяч около 12% литовского банка «Снорос», контрагентом которого стал «Диамант» братьев Магомедовых. Именно Каплан свел их с главой Транснефти Семеном Вайнштоком. В начале 2000-х Магомедовы и Каплан стали сотрудничать с Транснефтью. Сначала это были небольшие строительные проекты. Причалы и гидротехнические сооружения. А в 2004 году партнеры начали строить нефтеналивной терминал в Приморске. Именно его Вайншток видел крупнейшим портом по перевалке нефти на экспорт. Проект обошелся примерно в $150 миллионов, большую часть денег предоставил Сбербанк. Сдав терминал в 2005 году, компания «Сумма» стала оператором всего порта. Через Приморск экспортировалось около 20 миллионов тонн нефти, и «Сумма» зарабатывала по $5 с каждой тонны. То есть терминал мог окупиться за 2 года. В конце 2010 года Каплан вышел из портового бизнеса Магомедовых. К тому времени Вайншток, интересы которого якобы представлял Каплан, покинул Транснефть, а братья обросли новыми связями и активами. В 2005 году в московский офис Зиевуддина Магомедова пришли 2 посетителя. Переговорщики из Якутии приехали, чтобы предложить ему участвовать в дополнительной эмиссии крупнейшей в регионе газодобывающей компании «Якутгазпром». За 75% компании с запасами на $300 миллионов требовалось заплатить всего $25 миллионов. Но были нюансы, где дополнительная эмиссия размывала долю государственной компании «Алрос», которую курировал министр финансов Алексей Кудрин. Кроме того, требовалось согласие на сделку президента Якутии Вячеслава Штырова. Кудрин был соседом Магомедова по Рублевке, и Магомедов дал команду готовить деньги на сделку, а сам немедленно выехал в московское постоянное представительство Якутии к Штырову. После встречи сделка состоялась. Люди, имевшие дела с Зиевуддином, говорили, что он обладал удивительным умением выстраивать отношения. В 2002 году Магомед ушел в политику, а младший брат остался на хозяйстве. Зиевуддин сумел поладить и с сослуживцем Владимира Путина, Николаем Токаревым, сменившим Вайнштока во главе Транснефти. Помог первый заместитель и давний соратник Токарева Михаил Рустамов. Преемственность мог обеспечить и Аркадий Дворкович, который до 2008 года входил в совет директоров госкомпании. Сам Зиевуддин говорил, что понравился Токареву тем, что смог устранить проблемы с нефтепроводом, которые достались тому в наследство от Вайнштока. Это был небольшой участок, где сумма заработала менее 1 миллиарда рублей, но зато после этого Магомедовы стали крупными подрядчиками Транснефти. А в 2010 году сумма вместе с госкомпанией на паритетных началах приобрела 50,1% Новороссийского морского торгового порта, крупнейшего по грузообороту в России. Отношения между Токаревым и Зиевуддином были исключительно деловыми, хотя многим они могли казаться тесными. Но это было не так. Зиевуддин нашел подход, также и к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. По его личной просьбе
Он отреставрировал Большой театр. Но только работами руководил Давид Каплан. Он владел значительными долями в строительных активах Суммы. По словам источника, доля Каплана в компании Зиевуддина была около 10%. На Большом театре партнеры ничего не заработали. Но этот опыт открыл им доступ к госстройкам. Теперь самыми крупными заказчиками Магомедовых стали структуры Минтранса, который курировал Дворкович. Сумма таких контрактов с 2012 по 2015 годы превысила 120 миллиардов рублей. Параллельно Зиевуддин нацелился на создание логистического холдинга. У бывшего министра топлива и энергетики Сергея Генералова бизнесмен купил транспортный холдинг «Феска», по оценкам, за 1,4 миллиард долларов, и на эксклюзивных условиях приватизировал пакет объединенной зерновой компании за 200 миллионов. Крупнейшего инфраструктурного игрока на российском рынке зерна, контрольный пакет которого остался у государства. На судебных заседаниях братья рассказывали, что последние несколько лет почти не общались друг с другом. Зиевуддин утверждает, что брат не имеет отношения к Сумме. А Магомед представляется председателем совета директоров некоего Карда Альянс. Если верить биографии Магомеда, то на официальном сайте Хунзахского района, где он родился, Карда Альянс он создал еще в 1996 году. По данным Спарк, он числится единственным собственником компании как минимум с 2003 года. Выручка Карда Альянс в последние годы не превышала 100 миллионов рублей. Ей вместе с кипрской Карда Инвест принадлежал трейдер зерна и нефти Дантон, ранее имевшая название «Нафта Уфа», с средней выручкой около 2 миллиардов рублей в год. Дантон также владел компанией «Комплексная система безопасности», которая в 2011 году заключила с МЧС контракты на создание систем оповещения для МЧС в 8 регионах на общую сумму 684 миллиона рублей. А связанная с Карда Альянс компания «Кардастрой» стала субподрядчиком железной дороги Кызыл-Курагина в родной для Шойгу Туве. По словам знакомого Магомеда, в 2009 году Зиевуддин хотя и согласился переписать на брата часть активов, но особенно желанием не горел. Оформление затянулось на 5 лет. И только в конце 2013 года Федеральная антимонопольная служба разрешила офшору «Шеврон» стать владельцем строительного и телекоммуникационного бизнеса Суммы. «Шеврон» принадлежит братьям в равных долях. В периметр сделки не вошли якутские нефтегазовые активы, «Феска» и зерновая компания. Зато офшору досталась половина холдинга «Новопорт», через который Сумма и Транснефть контролировали Новороссийский торговый морской порт. Формально Магомед стал партнером брата, но тот по-прежнему единолично распоряжался активами. Магомед не понимал, как формируются доходы группы, а когда он интересовался дивидендами, то в Сумме отвечали. Все ушло на выплату долга. Раскрыть его структуру отказывались, рассказывает источник. Магомеду не нравился и стиль ведения бизнеса младшего брата, свидетельствуют знакомые обоих. Зиевуддин регулярно конфликтовал с партнерами, в том числе с представителями государства. Зия всегда напирал со своей точкой зрения, подтверждает сотрудник Транснефти. Это его фирменный стиль, отмечает партнер Зиевуддина по «Феска». Для него не было проблемы поговорить на высоких тонах с кем угодно. Магомед же, по словам его знакомого, считал, что торговаться с государством опасно. Кроме того, Магомед придерживался принципа «бизнес любит тишину», а младшему брату нравилось, что о нем говорят и он в списке Forbes. Братья перестали общаться, виделись только на семейных торжествах, а все коммуникации по бизнесу осуществляли через Лейлу Мамедзаде. Спустя какое-то время ситуация для Зиевуддина стала меняться в худшую сторону. «Феска» допустила несколько дефолтов по облигациям.
Далее, после конфликта с миллиардером Сулейманом Керимовым из-за Махачкалинского порта, испортились отношения, на тот момент с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Серьезные проблемы наметились в бизнесе, связанном с выполнением государственных подрядов. Сумма начала срывать сроки по 6 и 7 автомобильных дорог Росавтодора. Также под угрозой оказался чемпионат мира по футболу. Миллиардер Арас Агаларов не мог начать стройку стадиона в Калининграде, так как Сумма некачественно подготовила площадку. Калининградский аэродром, которым тоже занималась Сумма, не был готов и на треть. Первый вице-премьер Игорь Шувалов был в ярости. И в этот момент Зиевудин потребовал у Магомеда и Каплана докапитализировать строительный бизнес на 6 миллиардов рублей. Государственные заказчики начали задерживать выплаты по 3-4 месяца, и теперь приходилось закрывать кассовые разрывы из собственных средств. По словам самого Зиевуддина, за последние 2-3 года он лично инвестировал в инжиниринговый бизнес около 10 миллиардов рублей. Из-за роста курса рубля и нежелания банков выдавать гарантии вся отрасль находилась в кризисе. Поэтому приходилось помогать. Зиевуддин постоянно вбрасывал туда деньги, чтобы удержать проекты. Братья решили разделить между собой доли в Новороссийском порту. Магомед хотел продать свой пакет. Он считал, что порт ограничен в развитии, а сам хотел заниматься строительным и технологическим бизнесом. На этом фоне очень кстати оказалось предложение Транснефти выкупить долю Суммы в порту. За несколько дней до ареста Магомеду пришла телеграмма из Русского географического общества. Из нее старший Магомедов узнал, что исключен из попечительского совета организации. Этот совет возглавляет Владимир Путин, а Магомеда туда пригласил Шойгу. Окружение Магомедовых восприняло это как сигнал. Но братья были спокойны. Их сделка с Транснефтью была согласована, и оставалось только подписать документы. Сначала Транснефть хотела разделить совместный с Суммой пакет торгового порта. Эта идея возникла еще в 2013 году, когда Токарев обвинил Сумму в игнорировании своей позиции. Но тут произошло банкротство Внешпромбанка. До его краха Новороссийский морской торговый порт держал в банке свои депозиты, а банк покупал облигации структуры Феска. Но правительство могло бы не дать согласия на сделку, так как порт являлся стратегическим активом. Поэтому государственная компания сделала встречное предложение, исходя из понесенных Суммой затрат на порт, а это около $500 миллионов. Это было в 2 раза меньше ожиданий Зиевуддина, и он отказался. Зиевуддин был чрезвычайно упрямым, и он считал, что они недооценены. Шувалов решил помочь Транснефти и Сумме договориться. Выслушав стороны, первый вице-премьер решил поддержать позицию Суммы. Пакет Суммы оценили в $1 миллиард 200 миллионов, но на московской бирже он стоил около 38 миллиардов рублей или $660 миллионов. Сделку согласовали премьер и президент, и в конце февраля ФАС ее одобрила, а Транснефть договорилась о кредите со Сбербанком. Сделку уже планировали закрыть, но арест Магомедовых смешал все карты. Транснефть сразу заморозила сделку. И тогда Сумма предложила свой пакет Роснефти. И Сумма, и Роснефть это опровергли. Считалось, что государственная компания Роснефть давно проявляла интерес к порту. Еще в 2012 году ее глава Игорь Сечин просил президента передать Роснефти 20% государственного пакета порта. Именно Роснефть остается одним из наиболее вероятных претендентов на порт, считал глава ФАС Игорь Артемьев.
Впрочем, сложившийся расклад был выгоден и Транснефти. Братья были изолированы от управления активами, а представители Суммы вышли из Совета директоров Новороссийского морского торгового порта в рамках подготовки к сделке. «Пока нас все устраивает», признавал сотрудник Транснефти. Не торопились и Магомедовы. 210-я статья «Организация преступного сообщества», которая вменяется братьям, подразумевает конфискацию денег и имущества. А значит, оплату за пакет Новороссийского порта могут заблокировать сразу, как только они поступят на счета братьев. Арест Магомеда застопорил и другое разбирательство. В Верховном суде Нью-Йорка, где был брошен вызов миллиардерам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, а также их бывшему партнеру Леониду Лебедеву. Бизнесмены якобы обвели вокруг пальца Магомеда и его двоюродного брата Ахмеда Белалова, и они потеряли в связи с этим почти $1,5 миллиарда. Ну, очевидно и ясно здесь, что это просто аварскую национальную элиту, но сформировавшуюся, то есть состоятельную ее часть, попросту решили ликвидировать. Кого-то физическим путем убирают, а кого-то вот в тюрьмы отнимает имущество. Определенно ясно, что это чей-то заказ. Определенно ясно. Но величайшей тактической ошибкой братьев Магомедовых было то, что они опору делали не на свой народ и не на представителей своего народа, а брали на работу тех людей, которые не из их народа, и в случае возникновения ситуации какой-либо такого ряда, да, они будут их с потрохами сдавать, и если есть за что сдавать, а если нет, то придумают, лишь бы самим, короче, на эту иглу не сесть. Вот одной из этих фигур как раз таки была вот эта главный бухгалтер их фирмы Сумма, их компании, это Лейла Мамедзаде, да, как ее зовут. Эта дама сотрудница МГБ, МНБ, точнее, Азербайджана. Их предупреждали об этом, но они сделали ошибку, сказав, что у нее очень хорошие профессиональные навыки. Ну, определенно тут ясно и понятно, конечно, что заказ на них идет глобальный, это не местечковый заказ. Естественно, он тем более не из Дагестана, хотя и фигуры из Дагестана в этом заказе присутствуют, но это фигуры, связанные с иностранными государствами, в первую очередь, в частности, с Азербайджаном и Турцией. И, на мой взгляд, тактическая ошибка их была, они свои планы решили заранее озвучить, и эти планы по созданию транспортного коридора из Китая в Европу, им нельзя было этот план озвучивать. Где вы видите возможность для приложения ваших бизнес-усилий сейчас? В каких конкретно проектах? Ну, вы знаете, мы упоминали пока такую достаточно практическую и прикладную вещь, как создание, скажем, логистической транспортной отрасли продукта, похожего на Uber, соответственно, с элементами искусственного интеллекта. Ну, продукт, который будет создавать, и алгоритмы будут создавать наиболее оптимальные решения для доставки товара из точки А в точку Б. Он был план конкурирующий плану турецкому, который тоже сами желает для себя сделать через пояс тюркских государств и через Азербайджан, Турцию. И для этого им архиважно как раз таки вот этот Сюникский коридор в Армении. И деятельность братьев Магомедовых, как раз таки, которые хотели создать северный вариант его, то есть по территории Российской Федерации и Казахстана, вот этот быстрый перевоз товаров из Китая в страны Европы,
буквально там за сутки, 2. Противовес тому, который вот сейчас осуществляется за месяц целый, да? Конечно, иностранные государства тут, без всякого сомнения, свою руку приложили. И ребята наши сидят ни за что. Ну, помимо этого, мы видим также, что именно наш национальный бизнес, люди, достигшие определенного финансового благосостояния, у нас, у аварского народа, постоянно под мячом. Это и Зиаудин, и Магомед Магомедовы, это и Ахмед Билалов, и другие личности, даже а те, которых невозможно как-то делать, они скоропостижно почему-то очень рано в своей жизни умирают, при этом не имея никаких проблем с сердцем. Я говорю о Даитбеку, создателе фирмы Киргу, который намеревался увеличить в Дагестане сеть магазинов. Но мы, как видим, в Дагестан заходят потом такие корпорации, как Магнит и им подобные, то есть конкурирующие, и им конкуренты, как видим, здесь не нужны, и не нужны люди с прагматичным мышлением. Еще один момент, связанный именно с внедрением агентуры, структуры вот эти, да, именно от Лейлы Мамедзаде и прочих, это потеря бдительности самими братьями Магомедовыми в подборе кадров. Этих людей технично туда внедрили с помощью социального инженеринга. И в течение нескольких лет они вошли в доверие этих людей и, воспользовавшись уже вот с течением всех вот этих обстоятельств, указанных здесь на видео, в решающий момент они произвели сброс информации, и таким образом неугодные своим богатым потенциалом развития братья Магомедовы оказались одночасье неугодными государству. Плюс еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, это зерновой бизнес, который они практически на 80% был в их руках России. Была также информация на то, что наличие данного вида деятельности в руках представителя этноса, некогда бывшего в конфликтогенном ситуации и с Российской империей и так далее, да, что это несет угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Глупейшее вот заявление, которое было сделано. Аварский народ многократно уже доказал то обстоятельство, что те события, которые были в XIX веке, они остались в прошлом. Что нам нужно теперь аварскому народу, да? Нам нужно обдумать ситуацию. Мы находимся, образно говоря, перед рекой Рубикон. Нужно принять какое-то решение о том, в каком пути развития нам идти. Но мы не можем принять этого решения без четкого сигнала из Москвы. И этим сигналом должен быть именно процесс реабилитации братьев Магомедовых. Плюс возвращение на родину останков наибов Хаджимурата, Идриса и других воинов, которые хранятся в Кунсткамере, и их захоронение. Вот эти два обстоятельства будут позитивным сигналом для всего нашего народа.